Если ваши дети, уважаемые родители, в этом году сдают выпускные экзамены, то это видео для вас. Добрый день. Меня зовут Сарглана Петровна, я историк, куратор родительского лектория исторического парка «Россия. Моя история». Здесь будем говорить о самом важном, о выпускных экзаменах девятиклассников. ОГИА и ОГЭ. Что может быть важнее? Учебный год продолжается. Многих родителей волнует, что ждать от экзаменов, какие изменения ждут наших детей, как помочь нашим детям хорошо подготовиться и успешно сдать выпускные экзамены. На эти и другие вопросы об экзаменах нам ответит эксперт ЕГЭ по истории обществознания, учитель высшей категории Полина Ильинична Самсонова. Вам слово. Здравствуйте, уважаемые родители. На протяжении многих лет я работаю экспертом по проверке ЕГЭ в 11 классах по истории и обществознанию. А в школе своей я курирую подготовку наших выпускников, девятиклассников, государственной итоговой аттестации. И поэтому о многих вещах я могу говорить на опыте наших выпускников, наших родителей, что очень важно, что очень нужно именно в этом году. 9 класс для вас, родители, это очень ответственный год. Вы должны не просто сдать экзамены государственные, вы еще должны определиться со своим будущим. Где и как будут продолжать свое обучение ваши дети после 9 класса. Когда мы говорим о подготовке государственной итоговой аттестации в 9 классах, вообще-то надо иметь в виду, что подготовка началась, как только ребенок пришел в основную школу. 5, 6 класс, 7, 8, все, что они изучали в этих классах, оно будет в материалах экзамена за 9 класс. Поэтому экзамен ответственный, экзамен сложный, и без подготовки так, между прочим, сдать его невозможно. Да. Надо к нему готовиться, надо психологически быть готовым, и знания свои надо обязательно подготовить. Да? Этот этап обязательный, его никто избежать не может, его должны сдавать все. И это внешняя оценка, независимая оценка. Задания составлены Федеральным институтом педагогических измерений. Они единые для всей страны. Критерии оценивания единые для всей, опять-таки для всей страны. Да? Поэтому тут рассчитывать на авось никак нельзя. Надо серьезно очень к ним готовиться. Надо сдать 4 экзамена. 2 обязательных. Это русский язык и математика. И надо выбрать еще 2 предмета, те, которые нужны девятиклассникам для будущего. И выбор этих экзаменов не должен быть по принципу «что полегче» или потому что друг или подружка выбирают, и я с ним за компанию. Выбор должен быть осознанным. Это тот предмет, который мне нужен для будущего. Потому что после 11 класса я буду поступать куда-то, в вуз, буду получать какую-то профессию. Для этого я должен сдавать вступительные экзамены в вуз. И в 9 классе хорошо, если эти предметы будут совпадать. Поэтому из большого перечня предметов, там физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика, иностранный язык, еще для нашей республики есть якутский язык, возможность выбрать, нужно выбрать 2, которые соответствуют будущим планам. Аттестат за курс основной школы будет выдан, если будут успешно сданы все 4 экзамена. Надо обязательно их сдать. Естественно, никто не застрахован от неудач. Неудачи есть пересдачи, поэтому надо об этом тоже помнить, быть готовым морально к этому, и стараться сдать с первого раза, конечно. А еще есть устный
зачет собеседования, итоговое собеседование по русскому языку, когда выпускник в феврале должен пройти его, чтобы получить допуск ко всем остальным экзаменам. Вообще экзамен сдается по федеральному расписанию, то есть на всю страну единые дни, единые сроки. Вот 3 периода: досрочный в апреле, в мае, да, основной в мае-июне и дополнительный в сентябре. Так. И все эти сроки мы изменить не можем, мы должны в эти сроки вписаться. И вообще вот экзамен, государственная итоговая аттестация, она может быть в 2 форматах. Да? ОГЭ, обязательный государственный экзамен, и ГВЭ, государственный выпускной экзамен. Вот 2-й формат ГВЭ – это для тех ребят, у которых есть проблемы со здоровьем, да? У которых ограничены какие-то возможности. И для них есть формат такой щадящий, добавляется время, немножко другие задания, немножко другие критерии, для того, чтобы ребята, которые испытывают определенные затруднения, все равно могли их сдать и получить документ государственного образца о том, что они окончили основную школу. Да? Поэтому у кого есть у ребенка проблемы со здоровьем, конечно, надо уже сейчас об этом знать, у врачей получить рекомендации. Врачи знают, по каким диагнозам такое может быть, да, дано разрешение, и готовиться, опять-таки специально готовиться к другому формату, потому что там немножко задания немножко другие, критерии немножко другие. Но все это надо сделать уже в декабре-январе, потому что в декабре-январе оформляются заявления, ну и ребенок должен готовиться. Да, как и все. Создается база, вся она такая, информационная большая база, да, заносятся все данные, паспортные данные, СНИЛС, фамилия, имя, отчество ребенка, выборные предметы, и 1 марта эта база закрывается. После 1 марта менять экзамены нельзя. Но в идеале, конечно, ребенок должен выбрать эти экзамены еще в сентябре-октябре, начать подготовку. В декабре-январе это все оформить уже документально и весь год к ним готовиться. А если ребенок решил поменять экзамен в феврале, до 1 марта, в принципе, ему разрешается поменять, да? Но на подготовку-то остается совсем мало времени, и говорить о качественной сдаче, конечно, не приходится. Чем раньше ребенок определится с предметами выборными, тем лучше. Это уже должно быть сделано сейчас. Устное собеседование по русскому языку – это обязательная процедура. Она проводится в феврале. Прямо даты этого года известны. 8 февраля, 15 марта, 15 мая. У кого не получится с 1-2 раза, да? Но все равно надо этот зачет пройти. Там опять учителя русского языка специально к нему готовят. Материалы все в открытом доступе есть. Это в течение 15 минут ребенок должен прочитать текст, ответить на вопросы, составить маленький рассказ и побеседовать с экзаменатором на определенную тему. 15 минут ему на это дается. И обычно ребята с 1 раза это зачет получают. 10 баллов из 20 возможных уже зачет будет. И получают допуск к остальным экзаменам. Обычно те, кто в эти сроки заболел, 8 февраля, если он будет болен, то он будет сдавать 15 марта и так далее. Да? Но эта процедура обязательная. Уже есть расписание, в какие дни, какие экзамены будут сдаваться. Первый экзамен уже будет 24 мая. В этот день стоят 3 предмета: русский, физика, биология. Вообще расписание у детей у всех будет индивидуальное. То есть какие предметы выбрали,
вот в эти дни они и будут эти экзамены сдавать, да? То есть вот все даты есть, они в открытом доступе, да? Вот, ну, сейчас можем немножко так быстро проговорить, что вот 24 мая первый экзамен начинается, да? История, физика или биология. 30 мая это обществознание, информатика, география, химия. 2 июня это будет английский язык. Ну, 2 дня на него выдается. Его можно сдавать в один день письменно и устно, или в 2 дня могут развести. В первый день письменная часть, во второй день устная. Ну, как решит наша республика, мы еще не знаем, но вот английский есть 2 дня. И вот обязательные экзамены 6 июня русский и 9 июня математика. И вот 14 июня литература, физика, информатика, география. И 17 июня обществознание, биология, химия. Те ребята, у которых корректный выбор, и те, кто вот с первой попытки все сдают, в принципе, 17 июня у них уже экзамены завершатся, и потом вот они будут уже получать аттестаты. Те, кто в эти дни по болезни не сможет сдать, да, ну или вот какой-то предмет не получится сдать, у них есть резервные дни до конца июня. Ну а если 2 попытки не удались в июне, ничего не поделаешь, придется в сентябре. Да. Придется в сентябре. И очень плохо, если не удались математика и русский. Да, основные предметы надо обязательно сдавать, конечно. Да. Но все экзамены должны быть сданы. Ну, все экзамены имеют разную продолжительность. Самые долгие экзамены у нас математика, русский и литература. Они длятся 3 часа 55 минут. Почти 4 часа, да? 3 часа физика, обществознание, история, химия и биология. 2,5 часа информатика, география. 2 часа английский письменно и 15 минут английский устно. И вот ученики должны быть готовы, что вот в строго отведенное время они должны успеть выполнить объем работы. Время никто не продлевает. Вот если у ребят медленный темп, могут быть вот проблемы, да? Те баллы, которые ребята получают, они переводятся в оценку. Есть обязательные требования, что должен быть пройден порог. Ну, по всем предметам он разный. И, соответственно, дети должны об этом знать, родители тоже об этом должны знать. В течение года они на всех, ну, как бы проверочных работах, на контрольных работах, на пробниках, да, в процессе подготовки они должны как бы отслеживать свое продвижение, на сколько баллов я стал выполнять, да, прохожу ли я порог. Ну и реально вот очень часто случаются ситуации, когда не хватает 1 балла, чтобы была 3, не хватает 1 балла, чтобы была 4, не хватает 1 балла до 5, да, очень обидно, но что поделаешь, вот баллы должны быть получены, да? Поэтому каждый ученик должен быть заинтересован в том, чтобы у него было мало пробелов. Но вот самым сложным для выпускников основной школы является экзамен по математике. Да. Ну, если грубо взять статистику, 40% вот с первого раза сдать не могут, да? Пересдают. Ну, потому что там надо уметь практически все, без калькулятора. Калькулятором пользоваться нельзя. И если вот действия в столбик, да, сложение, вычитание, умножение, деление, то, чему были научены в начальной школе, потом перешли на калькулятор и перестали в столбик вычислять. Вот если они сделают там ошибку, ответ пойдет неправильный, и балл будет потерян, да? Это во-первых. Таблицу умножения плохо помнят. Ну, как бы знают, но могут ошибиться, и вот эта ошибка – это минус балл. Любая ошибка – это минус 1 балл. И сложность любого экзамена по любому предмету заключается в том, что там материал заложен не за 9 класс, и даже не за 8-9 класс, а начиная с 5 класса. 5, 6, 7, 8, 9, вот все надо знать.
по истории с 6 класса. 6, 7, 8, 9. Единственное, вот химия 8, 9 класс. А все остальные предметы начинают с 5-6 класса. Поэтому если вот в каком-то классе ребенок, болел, пропустил, да, какие-то темы не усвоил по какой-то причине, то это вот на экзамене может попасться, и он балл потеряет. Поэтому сложно, да. Поэтому вот по всем предметам ученики должны знать разбаловку, сколько баллов нужно получить для того, чтобы получить ту или иную оценку, да, и, соответственно, стараться работать на свой результат. Порог, мы говорим, если мы ребятам ставим годовую оценку 3 и допускаем к экзамену, мы должны, надеемся на то, что он порог пройдет. А вот 4 или 5 – это уже как бы личный результат ребенка. Да? Он должен стараться получить побольше баллов, чтобы у него получилось 4 или 5 оценка. Сложность экзамена еще в том, что она стандартизирована. И выпускник должен уметь оформлять бланк специальный. Сложность еще в самой процедуре. Вот если в школе по какой-то причине не будет проводиться пробник, да, если ученик не почувствует на себе атмосферу настоящего экзамена, то он может на экзамене растеряться. Поэтому в школах обязательно проводятся пробники и по математике, и по русскому, то есть как бы воссоздается ситуация настоящего экзамена. То есть они должны на входе пройти через металлоискатель, через рамку эту, да, отдать телефоны. У них с собой может быть только гелевая ручка, бутылочка с водой, и может быть там вот плитка шоколада, да? Все. По физике разрешается и химии непрограммируемый калькулятор, там по биологии разрешается линейка и так далее. Это вот им каждый предметник, конечно, объяснит и скажет, но самый главный принцип, что у них никаких шпаргалок в старом понимании, да, никаких гаджетов современных, где можно вот быстро прогуглить и получить ответ, это исключается. Поэтому сложно. Ребята же, подростки же привыкли чуть что сразу гуглить. А там такой ситуации не допускается. Они сядут по одному за стол, им выдадут комплект заданий, бланков, и ни у кого не будет такого же. У каждого, вот 15 человек в аудитории, у каждого будет уникальный вариант. И вообще столы стоят немножко на расстоянии, камеры, естественно, да, 2 организатора и так далее. Переговариваться с кем-то там, перешептываться, от кого-то получать какую-то помощь невозможно. Поэтому ученик должен четко знать, что кроме меня самого на экзамене мне никто не поможет. Но для этого он должен готовиться, да? И вот он должен уметь оформлять бланк, заполнить, да? Руки, конечно, будут дрожать, но все равно надо будет правильно оформить, правильно все написать, все по инструкции, там опять-таки правильно надо оформить ответ, где поставить запятую, сколько знаков должно быть в ответе и так далее. Это все в инструкциях дается, он должен это внимательно все читать и выполнять строго по инструкции. Поэтому экзамен непростой. Непростой, да. Здесь вот на таблице можно видеть, да, что вот по всем предметам есть понятие минимальный балл. Это вот как раз для того, чтобы получить 3. И есть понятие рекомендуемый балл для 10 класса. Потому что в 9 классе вот этот экзамен еще показывает уровень готовности выпускников основной школы к освоению программы старшей школы. А старшая школа, профильные классы, это уже подготовка в вуз. И в 11 классе они же будут сдавать экзамен, это будет абитуриентский экзамен уже на поступление. Поэтому, чтобы успешно это осваивать, надо иметь не слабенькую 3, а надо иметь хорошую 4.
хорошую четверку. И вот в последней колоночке можно видеть, да, что там требования достаточно высокие. Ну, если по русскому языку, да, вот из 33 максимальных баллов для порога, для тройки достаточно 15 баллов, то для того, чтобы в 10 классе учиться, посмотрите, там уже 26 баллов, да? Ну вот математика. Максимально, если дается 31 балл за всю работу, для тройки надо 8 баллов. Причем, кажется, 8 из 31 не, как бы нормально, да? Не половина же, меньше гораздо, да? Но там есть опять требования. 6 баллов должно быть по алгебре и 2 балла по геометрии. И вот практика показывает, что ребята на алгебру внимание обращают, баллы по алгебре получают, а вот по геометрии почему-то вот могут эти 2 балла не получить. И у нас бывают ситуации, когда у ребенка баллов 12, а оценка 2. Потому что эти 12 баллов, 11 по геометрии, по алгебре, а 1 по геометрии. 2 баллов по геометрии нет, оценка 2 нет. Да. Поэтому вот надо на эти вещи тоже обращать внимание. Да? Вот по всем предметам есть рекомендуемые баллы. Ну, естественно, в 10 классы идут ребята, у которых баллы могут быть и ниже. Конечно, им не отказывают, они идут, но просто родители должны понимать, что, значит, ему будет сложновато в 10-11 учиться, да? Надо будет пробелы восстанавливать, надо будет заниматься более усердно. Ну, и если были неудачи в 9 классе, неудача может повториться в 11. ЕГЭ может быть сдано плохо, да? Порог может быть. Вообще в 11 классе, чтобы получить аттестат, опять достаточно русского и математики. А остальные предметы это для поступления в вуз. Поэтому если экзамен этот будет не сдан, то придется как бы вот планы корректировать. Вуз будет недоступен. Поэтому вот эти вещи как бы ребята уже должны в 9 классе четко понимать. Да? Ну а вот если переходить к обществознанию, это из выборных предметов самый популярный. Его выбирают практически половина выпускников в любой школе. Второй, да. Да, половина, да, выбирает обществознание, потому что им кажется, что он полегче. Но вообще-то это про жизнь, общество знания, про общество. Как бы вроде бы действительно многие вещи кажутся детям знакомыми и простыми. Да? Но этот экзамен очень сложный и в 9 классе, и в 11. Потому что там 5 больших наук, основы 5 больших наук. Да. Там есть раздел право, раздел экономика, раздел политология, политика, да, духовная сфера, человек и общество, и вот социальная сфера, да, 5 таких вот больших разделов, которые являются основами больших серьезных наук. И поэтому надо по всем ним иметь определенные знания. Да? Ну и экзамен по обществознанию особенно, он проверяет не только знания, он проверяет умения. Вообще все экзамены проверяют не только знания, а умения. Ну, если по математике там как бы понятно, да, уметь там решать уравнения, уметь там решать задачи, как-то понятно, то вот что он должен уметь по обществознанию? Казалось бы, да? Что он должен уметь по обществознанию? Очень серьезно. Он должен уметь характеризовать с научных позиций уже, да? Он должен классифицировать, он должен объяснять, он должен анализировать, он должен уметь находить нужную информацию из текста и так далее, да? Он должен уметь оценивать, он должен уметь своими словами оформить ответ, сформулировать свое суждение, аргументировать его. Он должен приводить примеры из жизни. То есть
Это очень серьезно, это очень достаточно сложно. Это без подготовки не сядешь и не сделаешь. Даже взрослый, вот так вот ему дать это задание, он сходу может и не сделать, да? Потому что он должен знать теоретический материал, должен его понимать и должен уметь с этими знаниями вот, выполнять все задания. Поэтому очень сложно. Причем вот эти вот все требования, что знать, уметь, да, они 9-11 класс, они как бы вроде идентичные. Ну, как бы одни и те же. Просто в 9 классе чуть попроще, в 11 классе уже посложнее. Да? Ну и вот в 9 классе мы говорим, что вот очень важно, чтобы к 9 классу ученики были научены внимательно читать условия, понимать задания. А у нас, к сожалению, бывает так, что ребенок отвечает не то, что надо. И бывает очень обидно, жалко, когда вот даже в 11 классе, да, выпускник 5 листов, вот А4 исписаны, все написано, на все вопросы дал ответы, да, но 0, 0, 0. Не соответствует критериям, не соответствует условию задания, или ошибки там есть, да, и, соответственно, не получает баллы, и получается, что вот баллы Несмотря не на то, получает. что списал 5 листов. Несмотря на то, что он исписал 5 листов, да, даже больше может написать. И бывает так, что наоборот, написано очень мало, но за все можно баллы поставить, да, потому что все сделал так, как надо. Конкретику требует. Так, как надо, да. Точность формулировок, вообще знание понятий, умение эти понятия правильно объяснить, привести пример, да. Ну и еще ребята должны точно знать критерии оценивания, за что они балл будут получать, а за что они балл могут потерять. Потому что бывает так, что мы говорим, как 0, вот почему 0? А я же это знал, но я думал, что это не обязательно. Не написал, все, поезд ушел, 0 баллов в него. Поэтому вот он должен это все заранее знать и должен выполнять задания строго по условию, да? Не как ему хочется, не как ему кажется, а так, как требуется, так, как требуется, да? Ну и еще, наверное, сложность в том, что очень большой же материал, очень много информации, и надо его уметь структурировать, как бы разложить по полочкам, и если только это все будет вот как-то правильно разложено по полочкам, он сможет на экзамене это знание вытащить, да, и использовать. А если у него, что-то читал, что-то помнит, что-то слышал, где-то что-то, да, вот эти знания вокруг и около на экзамене, они не помогают, да. Они вот как раз вроде что-то написал, а баллов не будет, да. Поэтому вот надо эти критерии знать, условия надо знать, да. Ну вот роль родителей, да, в этом процессе вообще-то очень существенно. Но, к сожалению, в последнее время встречаются довольно часто родители, которые говорят, так он уже взрослый, он сказал, я сам, я уже типа не вмешиваюсь, пусть сам. Просто подросткам свойственно немножко переоценивать свои возможности, да? Поэтому он-то, может, и хочет сам, но иногда может это у него не получаться. Поэтому родители его должны обязательно контролировать. Ну вот здесь вот на схеме, вот я попыталась показать, какова доля участия, да, в этом процессе ученика, учителя и родителей. Ну и если в 9 классе ведущая роль все-таки учителя, да, но ученик тоже должен постараться, так, то в 11 классе на всю страну же объявляют стабальников.
и каждый год бывают стабальники же, да, то есть ребята, которые вообще безупречно все делают, да, то тут очень большой труд самого ребенка. Конечно, учитель помогает, конечно, учитель его как бы научил, да, но очень большую работу проделывают сами выпускники, чтобы получить высокие баллы. Но вот роль родителей ни в коем случае нельзя вот пускать на самотек, и нельзя свою модель переносить на своего ребенка. К сожалению, очень часто родители вспоминают, вот я как сдавал, да, вот у нас были такие экзамены, вот мы по билетам, там, и со шпаргалками, и так, и сяк, вот мы сдавали, как-то сдали и так далее, да. Сейчас все по-другому, да. Во-первых, ну, время другое, да, требования другие, технология проведения другая, процедура другая, ну и дети другие. Поэтому все, что помнят родители, как это было у меня, это не работает. Это не работает. Поэтому в то же время родитель должен знать, как это все происходит. Он должен этим интересоваться. Сейчас же проводят прямо федеральные собрания, же проводят для родителей, да? Ну, информации в открытом доступе много. Вот родители должны знать и процедуру, и критерии, и КИМы, да? Как это все проводится, и вот что делает мой ребенок. И он должен ребенка контролировать, помогать, поддерживать. Ну, бывают ситуации, вот когда была, ну вот во время коронавируса, 1 год же отменяли ОГЭ. Да. Ой, как завидовали этому году остальные. На следующий год, когда сказали, что в этом году вам никто не отменит, были не только дети, были родители, которые до последнего надеялись, что экзамен отменят. И если родители надеялись, дети, само собой, и не готовились. И поэтому в этот год вот количество неудач было очень большое. Да? Поэтому нельзя рассчитывать, ну, на чудо. Да, надо работать самому, надо готовиться. Да? Но здесь родители должны свою позицию очень хорошо представлять, что они должны делать. Да? Но вот здесь вот я просто хочу показать такую табличку, да? Казалось бы, при чем это, да? Чтение. Но вот от качества чтения зависит качество подготовки к любому предмету. Если плохо читаем, медленно читаем, то больше времени будет требоваться, да, на подготовку, и больше будет вероятность ошибок. Да? И каждый родитель в состоянии проверить вот уровень своего ребенка. Пусть он учится в 1 классе, в 3, там, 5, 7. Вот есть, ну, как бы общепринятые нормы, стандарты, сколько слов в минуту ребенок должен читать. В 1 классе, в 5 классе, в 9 классе и в 10 классе. Ну, посадить ребенка, дать ему текст, и чтобы он за минуту прочитал, посчитать и посмотреть. Это все как бы навык, как бы тренируемый, навык со стороны родителей легко контролируемый, и легко они могут это слабое место убрать, чтобы ребенок... Этим помочь. Хотя бы этим помочь, да. И у ребенка же, он же не будет тогда долго тупо сидеть, да? Он быстро, побыстрее будет работать. Ну и как бы по всем предметам этот навык будет оказывать влияние, ну, на плюс или на минус, да? Так, ну вот здесь хотелось бы еще обратить внимание, да, что вот современная школа, любая, и начальная, и основная, и особенно старшая, да, она перестраивается в том плане, что мы должны учиться. Ну, если раньше можно было надеяться, что вот учитель объяснил, и все, этого достаточно, то сейчас же времена другие.
все быстро меняется, все быстро устаревает, свежие данные появляются, и ребенок не должен как бы рассчитывать только на то, что учитель ему дал, да? Ученик должен быть готов сам получать знания. Поэтому он должен уметь учиться. Но для этого вот у него должна быть мотивация. Для чего я учусь? Для чего я учусь? К сожалению, даже в 10-11 классе бывают дети, которые нет ответа, не знаю, еще не решил. И есть родители, которые этому очень, идут на поводу, говорят, он же еще типа маленький. Хотя учебная мотивация, она должна быть и в начальной школе, для чего я учусь, да? И цель, соответственно, должна быть. Какие оценки я хочу, какой аттестат я хочу, на сколько баллов я хочу сдать тот или иной экзамен. Опять случай из как бы практики, да? Ребенок сдал ЕГЭ на 70 с лишним баллов, но для поступления этого оказалось маловато, на бюджет не хватило. И ребенок потом сказал матери: если бы ты мне сказала, что надо 80 баллов, я бы старался, я бы мог 80 сделать. Но ты же сказала за 70. Вот я сделал за 70, этого оказалось недостаточно. Поэтому вот родитель-то может же знать возможности своего ребенка и как бы ставить ему такую задачу, чтобы как бы она дала результат, да? И, соответственно, прийти к какой-то своей жизненной цели, да? И кроме этого, вот учебные разные вот вещи, да? Анализировать, составлять план, там, выделять главное, делать выводы, оформлять свои ответы, доказывать свои ответы. Это вот по обществознанию без этого никак нельзя. И здесь вот как бы я попробовала разложить, да, вот задачи, которые стоят перед семьей и школой. У нас задачи общие. Мы должны подготовить наших детей, да, детей, учеников, выпускников к тому, чтобы они в жизни взрослой могли найти свое место, да, достойное, смогли реализовать себя, могли решать все задачи, которые перед ними будут возникать, чтобы они были научены. Так. Поэтому семья и школа вообще вот должны работать как партнеры вместе, помогать друг другу. Да? И вот для родителей, посмотрите, главное это понимание ситуации вообще вот этого ответственного года. Понимать особенность как бы экзамена, да? И оказывать всяческую помощь. У нас были ситуации, когда родители отключали интернет, рассердившись на ребенка, да? А сейчас качественная подготовка без интернета никак нельзя, да? Конечно, с деньгами это связано, но надо, планируя семейный бюджет, учитывать, что все-таки трафик интернета для выпускника должен быть обеспечен, да? Значит, опять-таки контролировать. Родители лучше всех должны знать, как контролировать своего ребенка, да? Святая обязанность – это обеспечить здоровье. К сожалению, вот если ребенок пропускает по болезни, вообще пропуск каждого урока, консультации – это минус балл. Можем говорить, что это минус балл, потому что какая-то тема не изучена, да? Поэтому ребенок не должен часто болеть, он должен быть бодр, здоров, выспавшийся, работоспособный, да? Опять не секрет, что ребенок у себя в комнате всю ночь может с телефоном, да, не спать, утром еле проснувшись, прийти и отсыпаться, там, делать вид, что работает на уроке, хотя работоспособность отсутствует, да? Значит, вот это вот зона ответственности родителей, да? И самое главное – это профориентация, беседы о том, кем будешь, какую профессию получать будем, да? Где учиться будем,
какие предметы нам для этого важны, нужны и так далее. Вот это вот очень важно. Ну и выпускник основной школы, он готовит же портфолио свое, да, и вот как будем его пополнять, чем полезным, важным будем заниматься и так далее. Вот с 9 классом учеником надо в этом плане работать очень серьезно. Ну а вот на вопрос вообще, откуда я могу знать про КИМы, про задания и так далее, да, очень просто. Есть сайт ФИПИ, и там есть все. Там есть все по всем предметам, и по русскому языку, и по математике, и по обществознанию, по любому предмету, да. И там вот все расписано. Если внимательно его посмотреть, все там записано, да. И есть вот перечень того, что они должны уметь делать, есть перечень того, что они должны знать. Есть план экзаменационного КИМа, то есть из каких заданий, скольки заданий и так далее, да, будет состоять работа. И вот уже в 23-м году как бы уже все демоверсии выставлены, все материалы выставлены, и здесь мы можем видеть, да, что вот по обществознанию сколько заданий первой части, второй части, сколько заданий базового уровня сложности, сколько повышенного, сколько высокого. Ну, здесь вот просто хочу обратить внимание, что заданий первой части больше, второй части меньше, но в процентном соотношении количество баллов примерно одинаковое. Да. То есть, выполняя задания сложные, можно получать хорошие баллы. Да? Только простыми заданиями тут как бы хорошие баллы получить невозможно. Да? Ну а вот темы, которые будут на экзамене, опять все есть. Не надо гадать, не надо думать. Да? Вот из каких тем будет состоять вариант КИМа по обществознанию. Вот первые как бы 4 задания, там всегда будут задания по разделу «Человек и общество» и сфера духовной культуры. Да? На 5-м задании всегда будет фотография и задание по фотографии. Анализ деятельности. Да? На 6-м месте, 6-м вопросом в любом варианте будет задание по финансовой грамотности, по финансовой безопасности. Да? 7-е, 8-е, 9-е задание – это всегда раздел «Экономика». То есть вот если он этот раздел плохо знает, значит он вот эти 3 задания выполнить не сможет. Да? Угу. Ну и вот социальная сфера с 10 по 12, да? И там 12-е задание всегда диаграмма, анализ диаграммы, обработка статистических данных. Да? Значит, дальше идет раздел политологии, сфера политики, да? Опять-таки вот с 12 по 14, с 15 по 18 идет задание по праву. Ну, а 19-20 задание, оно проверяет четко умение. Там может быть любой раздел, но в 19-м задании всегда надо что-то с чем-то сравнить, найти сходство и различия. Это может быть экономические вопросы, политические, любой, из любого раздела, но сравнить. Ну, а 20-е задание – это восстановить недостающую информацию. Тоже из любого раздела есть определенный объем информации, данный или в таблице, или в схеме, да, должен найти, чего не хватает. Поэтому тут никаких секретов нет. Это первая часть. А вот во второй части всего 4 задания, но это всегда работа с текстом. Первое задание всегда составить план. Но тексты могут быть разные. Текст может быть и по экономического содержания, и политического содержания. Там может быть фрагмент документа юридического. Там может быть достаточно такой текст сложный для восприятия с философским немножко уклоном, да, по духовной сфере, по культурологии и так далее. Но составить план. И набрать 2 балла. Да. 2 балла получить. Не всегда получают ребята, не всегда. Могут составить план, то есть разбить его на части, главную мысль каждой части и оформить в виде плана. Опять оформить в виде плана. Да?
Следующее задание – это всегда ответить на вопросы. Ну, 22-е задание, оно простое, потому что оно предполагает, что ответы всегда в тексте есть. Надо только их оттуда найти. А вот 23-е задание тоже ответ на вопрос, но посложнее. Потому что мало найти ответ, надо привести свои примеры. Вот. Привести свои примеры. Но зато уже как бы баллов побольше здесь будет. Да. Угу. И на 24-м задании тоже что-то из текста, но добавить свое. Добавить обязательно свое, да? Согласиться с мыслью автора или не согласиться и доказать, привести опять-таки аргументы, почему я за или почему я против. Да? И вот за 4 задания можно получить целых 9 баллов. Целых 9 баллов. Да? И вот получается у нас, что вот в задании 24, а баллов можно получить 37. И времени дается 3 часа. Ровно 3 часа. И вот если ученик и родитель работают на сайте ФИПИ, видят там вот демо-версии, там вот есть кодификатор, вот там все темы расписаны по всем предметам. Так. Там есть спецификация, вот как раз план работы весь расписан. Там даже написано не просто сколько баллов за это задание можно получить, там даже расписано, сколько времени требуется на выполнение этого задания. 2 минуты, 3 минуты, 5 минут, 15 минут. То есть вот как бы даже это расписано. И какой бы ни был вариант, всегда вот на этой позиции будут задания, соответствующие вот спецификатору. И там же есть открытый банк заданий. То есть там опять по всем предметам можно каждый день заходить и пробовать выполнять задания. Родителям можно самим. Родители сели рядышком, да, и делать. Не обязательно сидеть там по 2 часа. Да. Сел минут 15, сделал по обществознанию несколько заданий, сделал несколько заданий по математике, и там сразу же, если ответ неверный, там можно сразу подсказку смотреть. Поэтому вот с открытым банком заданий надо работать. И опять на практике очень часто ребята говорят, а у меня в третье было задание, которое вот я решал в этом банке. Да. Поэтому я точно знаю, что тут у меня 2 балла. Да. Да. Угу. И очень часто надо тренироваться, надо заниматься. Да. Поэтому, конечно, хотелось бы пожелать и выпускникам самим, да, и родителям, во-первых, настроиться на экзамен, во-вторых, готовиться, знать, понимать, что главный ваш союзник, помощник, советчик – это ваш учитель школьный. Некоторые ученики и родители думают, что если у них есть репетитор, то у них автоматически все получится. Нет, к сожалению, не всегда это так. Репетиторы тоже разные бывают. Да? И если репетитор работает по старинке, без кодификатора, без спецификатора, то непонятно, к чему готовиться. Да? Поэтому не уповать на репетитора, а сотрудничать со своим школьным учителем. Да. Потому что школа, она напрямую заинтересована в положительном результате. Мы все хотим, чтобы наши выпускники успешно сдавали все свои экзамены. Да? Поэтому терпение, обязательно терпение, ну и ставить цель. И если мы ставим цель, то мы должны ее выполнить. Да. Да. Каждый день помаленьку к этой цели идти. Каждый день что-то делать. Да. Помогать своим детям. Помогать детям, да. Ну, а ребенку работать, ну и вообще контролировать, поддерживать, ну и приходить в школу, да. Или узнавать. Да, и самим тоже проверять. Да. И понимать, что как бы нет невыполнимых задач. Да. Да. И порог пройти должны все, ну а потолок у каждого свой. Пожалуйста, максимальные баллы, 5. Старайтесь, готовьтесь, сдавайте успешные экзамены.
Спасибо. На этой позитивной ноте у нас завершается наша встреча. Спасибо, Полина Ильинична, что вы пришли, согласились поучаствовать в нашей передаче, чтобы нашим родителям, прежде всего, нашим выпускникам помочь. Потому что наш родительский лекторий прежде всего обращен к родителям. Да, позиция и помощь родителей очень важны. Спасибо. Очень важны. До Всего новых доброго. встреч.